Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. О самых интересных и масштабных проектах Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Каждый год компания Mobile исполняет желания детей подопечных фонда Вашана и Киаразы, и этот год не стал исключением. В Сухуми стартовала новогодняя программа для детей, в которой принимают участие школьники из 14 столичных школ. Посол Абхазии в России Алхаз Квициния встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, сообщает пресс-служба посольства. Стороны подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в уходящем году. Дана обоюдная высокая оценка поступательному развитию и наращиванию взаимодействия во всех сферах в духе союзничества в соответствии с определенной главами двух государств линией. Завершилась рабочая поездка специального представителя президента Абхазии, министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния в новые регионы России. В рамках поездки состоялись официальные встречи с руководством ЛНР и ДНР. Лев Квициния также встретился с руководителями правительств Херсонской и Запорожской областей Андреем Алексеенко и Антоном Кольцовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия на региональном уровне. Речь шла об обмене информацией относительно абхазских соотечественников, проживающих в новых регионах России и принимающих участие в специальной военной операции. Затрагивались также вопросы гуманитарного взаимодействия и экономического сотрудничества. Главный советник министра внутренних дел Абхазии Нял Маршани встретился с начальником управления международного сотрудничества России Романом Терентьевым. Стороны отметили высокий уровень достигнутых результатов и обсудили перспективы сотрудничества на следующий год. Житель Свердловской области подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Далее в нашем выпуске оперативная съемка МВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере вменяется жителю Свердловской области. Конев Юрий Александрович, 1987 года рождения, был задержан с поличным сотрудниками отдела внутренних дел по Гулырыбскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в селе Каштаг. В ходе личного досмотра у мужчины изъято 16 хранимых при себе заизолированных свертков. В данных свертках содержится прозрачный полиэтиленовый пакет с содержимым в нем белым порошкообразным веществом кристаллообразной формы. Согласно справке экспертов, вещество из исследуемых свертков является наркотическим средством метадон весом порядка 15 грамм. Также в ходе осмотра ручной клади задержанного обнаружена изъята упаковка с фасовочными полиэтиленовыми пакетами. Как пояснил задержанный, в пакеты он расфасовывал наркотик. С какой целью вы эти пакеты храните? С целью сбыта в них фасовки наркотиков. А каким образом вы сбываете наркотики? Я пытался сбыть наркотики путем закладок, путем тайных закладок. На участке местности в селе Каштаг Гулырыбского района вдоль республиканской трассы в общей сложности было обнаружено изъято из потайных мест 6 подготовленных к реализации закладок, которые не успели дойти до адресата. Поясните, пожалуйста, что это? Что за вещество в нем? Это наркотик метадон. Метадон. Что вы с ним сделали? Я положил его здесь с целью продажи. В аналогично расфасованных и заизолированных свертках, как впоследствии установлено экспертами, содержалось наркотическое средство метадон. Масса наркотического средства составила порядка 44 грамм. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного при обследовании жилища, где временно проживал гражданин Конев в городе Сухум, в спальной комнате в кармане камуфляжного рюкзака сотрудниками милиции обнаружены фасовочные пакетики и электронные весы, с помощью которых злоумышленник взвешивал и в дальнейшем фасовал наркотик, а также обнаружен черный полиэтиленовый пакет с аналогичным наркотиком. Общая масса наркотического средства метадон, изъятого в результате личного досмотра задержанного при обследовании
расследование жилища, а также из мест ранее сделанных тайных закладок составила 59,232 тысячные грамма. Суд Булырыбского района удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении гражданина Конева в виде содержания под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа Булырыбского РОВД. Прошедший год, как и предыдущий, был плодотворным для Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В уходящем году было реализовано много проектов, ориентированных на объединение абхазов по всему миру, сохранение традиций и укрепление гражданского общества. О самых интересных и масштабных проектах в репортаже Эсмы Джикерба. Главная цель работы Конгресса – объединение абхазов и абазин независимо от места проживания и включение их в процессы созидания в интересах этноса. Это становится возможным, когда создаются условия для реализации потенциала каждого представителя абхазо-абазинского народа. Совместные усилия команды Конгресса направлены на содействие экономическому развитию Абхазии, созданию благоприятных условий для возвращения соотечественников из-за рубежа, укреплению и развитию гражданского общества. Идею сохранения и развития народа абаза Конгресс реализует во всех странах проживания представителей этноса. За 2023 год было проведено более 100 мероприятий по различным проектам. Более 50 населенных пунктов Абхазии приняли участие в реализации данных проектов. За 2023 год более 5000 человек приняли активное участие в реализации проектов. Эта активность охватывает такие направления, как культура, спорт, образование, здоровье, воспитание и развитие детей, благоустройство территории, бережное отношение к окружающей среде и экологии. В 2023 году ВАК совместно с Минздравом поэтапно провел диспансеризацию в сельских школах республики. В течение года команда Конгресса с врачами побывала в 19 школах. Медосмотр прошли более 1500 учеников и учителей. С 15 по 18 сентября состоялась масштабная поездка в высокогорное село Псхо. Благодаря этому местные жители получили возможность проверить свое здоровье. Конгресс активно работает в таких направлениях, как образование, здравоохранение и социальная активность. И у сотрудников, и у руководства организации есть вера в то, что будущее процветание народа Абхазии неразрывно связано с благополучием сел. И очень важно, чтобы жизнь там налаживалась. Поэтому львиная доля проектов осуществляется именно в деревнях. У диспансеризации есть несколько аспектов, почему мы считаем этот проект целесообразным и полезным. Во-первых, это каждая отдельная судьба, здоровье каждого отдельного человека. Во-вторых, это помощь многодетным семьям, которым поехать куда-то и провести обследование своих детей очень сложно и дорого. Далее это информирование государства о состоянии здоровья населения, получая информацию, которую мы предоставляем Минздраву, о каждом ребенке, можно вести статистику и примерно понимать, какая нагрузка будет на систему здравоохранения Абхазии в течение ближайших 10-15 лет. Я бы сказал, что мы очень довольны тем, как реализуются все эти проекты, потому что мы охватили больше сел, чем мы изначально планировали. Это все возможно благодаря пониманию важности всеми, кто нам помогает. В уходящем году ВАК провел много проектов, приуроченных к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Запустил проект «Письмо», который объединил письма участников и свидетелей войны, адресованные родным и близким. Истории зачитывают сотрудники Конгресса. В рамках проекта ВАК и организации Алашара о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Амазара был снят фильм «Древняя абхазская броня». В нем раскрывается портрет абхазского воина, элементы и особенности брони, а также процесс ее воссоздания художником Баталом Джабуа. По инициативе Конгресса турнир по национально-спортивной игре Аймцакечера прошел в этнопарке. Участников и победителей соревнований наградили кубками, медалями и грамотами. Результатом деятельности Конгресса стало формирование системы местных отделений Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. По мнению председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова, таким образом создается база для развития гражданского общества в республике.
Отделом по работе с местными представительствами Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в текущем квартале были завершены такие проекты, как Аймадара и проект по этнографическим лекциям. Реализация проектной части была 100%. Сотрудниками нашего отдела было совершено 100 выездов в населенные пункты нашей страны. Также мы смогли реализовать около 30 инициатив, которые поступали нам от представительств. Это всего лишь малая часть проекта ВАК. Команда Конгресса стремится к тому, чтобы выстроить процессы таким образом, чтобы система работала сама. Каждый человек должен осознать, что основа успеха в будущем, основа гармоничного существования – это максимальное сохранение идентичности собственной культуры, традиции, языка. В таком ключе будет продолжаться работа и в 2024 году. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Творить добро. Именно с таким девизом каждый год компания Амобайл приступает к исполнению детских желаний, и этот год не стал исключением. В предновогоднюю пору команда Амобайл постаралась осчастливить как можно больше детей. Провела несколько благотворительных акций, направленных на поддержку детей подопечных фонда Ашана и благотворительной организации Киараз. Детали у Гугу Цивардани. В преддверии 2024 года компания Mobile помогает исполнять желания детей, которые особенно в этом нуждаются. И это уже стало доброй традицией. В рамках новогодней акции Ашан отцла 10 журавликов с новогодними пожеланиями детей от фондов Ашана и Киарас улетели в Mobile. Дарить подарки – это всегда приятно, а исполнять желания детей приятнее вдвойне. В этом году мы сняли с Ашана 10 журавликов. Это 10 писем, в которых были написаны желания детей. Они были совершенно разные, но все очень трогательные, интересные. Дети мечтали кто-то о печке, кто-то о теплых вещах, кто-то о машинке, на которой он сможет кататься, кто-то о микрофоне, чтобы петь. Кому-то нужна была специальная смесь для питания, потому что другая не усваивается. Все письма, правда, очень трогательные, читаешь их иногда с улыбкой, иногда со слезами на глазах, но всегда приятно делать так, чтобы ребенок улыбнулся. Желания в письмах превратились в подарки, которые сотрудники компании передали подопечным фондов Киарас и Ашана. Второй год, получается, компания Амобайл вместе с сотрудниками принимает участие в нашей акции. В этом году они посетили нашу презентацию и взяли 10 журавликов. Соответственно, 10 пожеланий детей были выполнены компанией Амобайл. Мы бы хотели выразить им благодарность за то, что они на протяжении многих лет участвуют во многих наших мероприятиях, акциях, вносят свою лепту в наше большое дело. На сегодняшний день у нас осталось около 100 писем от детей, которые еще не разобрали. Но мы помним, что у нас чем ближе Новый год, тем больше ажиотажа, поэтому верим, что люди и эти письма разберут, и ни одно пожелание ребенка не останется без ответа. А еще совместно с талантливыми подопечными из фонда Ашана компания Mobile подготовила предновогоднюю акцию «Добрые открытки». Дети нарисовали новогодние рисунки, а специалисты Mobile отсканировали их. Получились вот такие замечательные душевные открытки, которые продавались по всей стране в офисах Mobile и не только. В кофейнях Take Coffee, Бригантине, Смолол, также в магазине Домино и в Бургере. Мы очень благодарны всем тем, кто отозвался и помогал продавать добрые открытки. И, конечно же, благодарны всем тем, кто приобретал их и вносил свой вклад в доброе дело. Рекордсменом в реализации добрых открыток стала кофейня Take Coffee. Первый же день нам принесли эти открытки, оставили. Первый же день они ушли за короткое время, прям их расхватили. Сама я первая купила 2 штучки сразу. Они ушли, наверное, где-то за часик, если не меньше. Мы позвонили, сказали, что их уже нет. Люди просят, спрашивают. Нам их привезли немножечко побольше. Сумма вырученных средств с проданных открыток составила 80 тысяч рублей. Все деньги Амобайл перечислил фонду Ашана на приобретение инвалидных колясок для подопечных детей. Всего за 2 недели было продано 800 открыток.
Все вырученные средства с продажи этих открыток в размере 80 тысяч рублей были пущены на лечение тяжело больных детей фонда Ашаны. Мы очень благодарны компании Амобайл. В этом году команда Амобайл вместе с Дедом Морозом ездила в Гагру поздравлять Иларию Богателия. Девочке 12 лет. Она попросила у Деда Мороза специальную смесь для питания, с помощью которой организм усваивает необходимые витамины и минералы. Всегда приятно делать так, чтобы ребенок улыбнулся. Вот мы ездили и дарили подарки в город Гагра. Эмоции детей вот это самый большой подарок для нас, как для тех, кто примерил на себя роль Деда Мороза. И это то, ради чего мы ежегодно участвуем в этих акциях. И надеемся, что все дети будут счастливы, все получат свои подарки, и у всех исполнятся их желания. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, счастья и много-много радости. Также Дед Мороз компании Амобайл поздравил с Новым годом Андрея из села Цандрыпш. Он очень ждал машинку, на которой сможет кататься. Мы тебе машинку привезли. Спасибо компанию Амобайл за то, что они привезли машинку Андрею. Ребенок очень счастлив. Огромное спасибо им. Огромное всем спасибо за такой подарок. Мы очень рады. Творить добро. Именно с таким девизом каждый год команда Амобайл приступает к исполнению детских желаний. И этот год не стал исключением. В предновогоднюю пору компания Амобайл постаралась осчастливить как можно больше детей. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. В городе Гал почти все готово к встрече Нового года. Местная администрация подготовила для жителей и гостей праздничную программу. В новогоднюю ночь их ждет много интересного. Подробности в материале наших коллег из Гал Медиа. С наступающим Новым годом! Подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. Если еще неделю назад город Гал только начал преображаться, то сегодня уже все светится, искрится и переливается. Остались небольшие штрихи, и Новый год вступит в силу, а с ним и праздничное настроение у горожан. Поздравляем весь народ Абхазии, жителей нашего района с наступающим Новым годом. Дай Бог счастья, здоровья, радости и всего самого наилучшего. Шанабзела. С Новым годом! Счастья, радости желаю и веселья на все дни. Здоровья, счастья, процветания, чтобы этот год принес только радость и хорошее будущее. Удачи, успехов, чтобы было счастье всегда и добро. С наступающим Новым годом! Традиционно Новый год принято отмечать дома, и все, кто находится вдали от родного города, слетаются, съезжаются и спешат домой. Между тем, для всех жителей и гостей Гала власти города готовят чудесный праздник, который, несомненно, подарит новогоднее настроение и сделает новогоднюю ночь незабываемой. В этом году мы решили наш город оформить не так, как это было в прошлом или позапрошлом году. У нас вот новые декорации, сотрудники отдела культуры, художники художественной школы. Вот эти декорации готовят. Сейчас вот волонтеры нам помогают. Управление городского хозяйства ребята помогают. Отдел образования сотрудники нам помогали. Вот на сегодняшний день у нас еще пока идут работы в связи с погодными условиями. Мы чуть-чуть запаздываем. Но мы еще пока должны наш Дом культуры украсить парк имени Векова. Будем тоже украшать гирляндами. Площадь наша будет красивая, и в целом город уже приобретет праздничный вид. Управление городского хозяйства, украшает наши мосты при въезде в город. Вот здесь уже в центральной части города у нас 3 моста. Вот они тоже украсили их гирляндами. Администрация Галского района обещает грандиозный праздник в новогоднюю ночь, который начинается в 6 часов вечера и завершится фейерверком. Ну а все службы во время новогодних каникул будут функционировать в усиленном режиме. Официальное открытие главного украшения города – елки, которую украсили дизайнеры, приглашенные из Сочи, прошло 25 декабря.
Сейчас творцы новогоднего антуража собирают последние штрихи, а уже 31 декабря кал полностью погрузится в яркие новогодние краски и ощущение настоящего праздника. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Цацу, Бату Библаев, Кал Медиа. В Сухуми стартовала новогодняя программа для детей, в которой принимают участие школьники из 14 столичных школ. Организовывает мероприятие Управление образования города Сухум. В праздничную атмосферу окунулась Рада Чачава. Танцы, музыка, аниматоры, ростовые куклы, раздача сладостей, поздравления. Все это и многое другое ждет детишек на каждодневном празднике, устроенном Управлением образования столицы. Школьники могут принять участие в концертах или просто посетить мероприятия и насладиться праздничной новогодней атмосферой. Новогодний праздник мы проводим с помощью школьников. У нас различные постановки, номера. У нас есть абхазские танцы, есть различные другие танцы, стихи дети читают. Естественно, проводят наш праздник Дед Мороз и Снегурочка, раздают различные игрушки. Юных жителей столицы ожидает праздничная программа, включающая в себя театрализованное музыкально-танцевальное представление от учеников сухумских школ, развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также различные спектакли. Концерты будут проходить до 30 декабря в парке имени Эшба и на площади Свободы. Программа будет меняться ежедневно. Хотим поблагодарить Управление образования за такую возможность, оказанную детям выступить на этой сцене. А далее наш праздник будет проводиться на площадке Совмина. Собирались 23 числа проводить, но из-за погоды мы сегодня открываем, уже начинаем нашу программу представлять. Далее каждый день у нас будут различные программы, естественно, они разные школы, разные номера, поэтому я призываю всех к нам сюда, на сцену, посмотреть наших детишек. Юные таланты читали стихи, танцевали, показывали зрителям театрализованные номера и поделились впечатлениями от праздника. Красивый. Понравилось мне. Мне понравился абхазский танец. Понравилось красиво. Что конфеты раздают. Вы танцевали? Да. Что был за танец? Париж зонтика. Я рассказывала стихотворение. Какое? Абхазский стих про Новый год. Очень весело. Мне все понравилось. Что больше понравилось? Зонтики. Зонтики? Да. Танец зонтики? Да. Но они очень красиво выступали. Праздничная программа будет длиться до 30 декабря, а в канун Рождества состоится еще один концерт. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 29 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,8, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Камшев Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.